Благословенная вода. Японский ученый Масару Эмото открыл секреты воды Замзам. Наукой обнаружены новые факты о воде Замзам, а также то, как на воду влияют аяты из Корана. Научно доказано, на воду влияет то, что рядом с ней произносится. Японский ученый Масару Эмото первым начал эксперименты с водой, после того, как прочел где-то, что каждая снежинка, падающая с неба, уникальна. Он хотел развенчать эту теорию, интуиция ученого подсказывала ему, что это не может быть правдой. Геометрическая форма снежинки определяется ее химическим составом. Структура воды хорошо известна: 2 атома водорода и 1 атом кислорода. Поэтому как могут снежинки, падающие с неба, отличаться друг от друга? Он сказал: «Я решил доказать, что эта теория ошибочна». Он построил лабораторию с аппаратом глубокой заморозки, имеющим регулятор, потому что ни одна жидкость, подвергшаяся мгновенному охлаждению, не может принять геометрическую форму. Заморозка должна быть медленной, чтобы атомы могли кристаллизоваться и принять форму, установленную Богом. Ученый установил этот аппарат в холодную комнату с температурой минус 7 градусов по Цельсию, а также несколько микроскопов с камерами, чтобы сфотографировать снежинки до того, как они растают. Он сообщает: «Я взял образцы из 2 кранов в лаборатории. Я заморозил их, и каждый образец дал отличающуюся снежинку. Эти образцы были взяты из 2 разных источников, 2 разных рек, из 2 разных озер». Результаты этого эксперимента сподвигли ученого провести подробнейшее исследование воды. Позже один мусульманин познакомил доктора Эмото с водой Замзам, чтобы он смог проводить опыты с ней. Ученому не удалось кристаллизовать воду Замзам, даже начав разбавлять ее обычной водой. В конечном итоге ему удалось кристаллизовать воду Замзам, разбавив ее дистиллированной водой в соотношении 1 к 1000. И он получил кристалл уникальной формы. Образовалось 2 кристалла, один на вершине другого. Коллега ученого сказал, что 2 кристалла могли образоваться из-за того, что вода Замзам состоит из 2 слов — «зам» и «зам». Аллах знает лучше. Масару Эмото рассказал: «Мой коллега-мусульманин предложил воспроизвести рядом с водой аяты из Корана. Он принес магнитофон и включил несколько аятов. И мы получили кристаллы самой идеальной формы. Субханаллах. Сейчас вы видите реальные фотографии кристаллов, получившихся после того, как прозвучали аяты из Корана». Доктор Эмото также упомянул, что мусульмане произносят бисмилля, что означает «именем Бога», перед тем, как пить воду. И это практикуется мусульманами еще со времен пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Выяснили, что слово «бисмилля» улучшает качество и структуру даже обычной воды. Альхамдулилля. Доктор Эмото завершил свои опыты с водой, которые продолжались 15 лет. Он опубликовал книгу в 5 томах под названием «Послание воды». Он сообщает: «Я доказал, что вода способна мыслить, понимать, чувствовать и выражать себя». Эмото написал следующее: «По качеству и чистоте в воде Замзам не найдется аналогов во всем мире». Он много исследовал воду Замзам и обнаружил, что если перемешать 1 каплю воды Замзам с 1000 каплями обычной воды, то качество этой обычной воды возрастает до уровня Замзам. По содержанию микроэлементов вода Замзам значительно превосходит любую другую воду, которую он тестировал. Он также обнаружил, что качество воды Замзам не меняется со временем. Даже после того, как он переработал ее, изменений не было, она все еще была чистая. Для тех, кто не знает, что такое вода Замзам, мы кратко расскажем. Источник Замзам открылся Хаджар, второй жене пророка Ибрагима, мир ему. По приказу Аллаха Ибрагим, алейхиссалям, оставил свою жену и сына в одном месте в пустыне и ушел. Она отчаянно искала воду для своего младенца-сына, но не могла найти, так как Мекка находится в горячей сухой долине всего лишь с несколькими источниками воды. Хаджар в палящий зной 7 раз пробежала между холмами Сафа и Марва в поисках воды, с каждой секундой все больше изнывая от жажды. Аллах послал ангела Джибриля, алейхиссалям, который ударил своим крылом о землю, и оттуда хлынула вода Замзам. Похожая история об источнике также упоминается и в Библии. Ибрагим, алейхиссалям, восстановил дом Аллаха Каабу рядом с источником Замзам, здание, которое изначально было возведено пророком Адамом, алейхиссалям. Сегодня мусульмане со всего мира направляют свой лик в сторону Каабы, совершая молитву 5 раз в день. Источник Замзам располагается примерно в 20 метрах восточнее Каабы. Воистину, в небесах и на земле есть знамения для верующих.